Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Одним из значимых событий лет этого года, года культуры в Якутии, года единства народов России, ожидает стать традиционный эссе Хулонхо, подготовка к которому уже вступила в завершающую фазу. Сегодня мы попросили рассказать об этом и не только министра культуры и духовного развития республики Афанасия Ноева. Афанасий Иванович, здравствуйте. Добрый день, Петр. Давайте сначала, конечно же, про эссе Хулонхо, который в этом году у нас дислоцируется, что называется, в Кобяйском районе. Что нового ожидает гостей, участников, в том числе и гостей из-за рубежа? Согласно указа главы Республики Арсения Сергеевича Николаева, 3-5 июля этого года 19-й эссе Хулонхо будут проходить в селе Кобяй Кобяйского района. Все, как было сказано, уже подготовительные работы завершаются в местности, где будут проводиться, и ожидается приезд делегаций многих районов. И, конечно, одним из особенностей, как мы отмечаем, это будет именно фестиваль, форум эпосов мира, куда мы ждем гостей из разных регионов Российской Федерации и других стран. Так? И я хотел бы остановиться на том, что именно Кобяйский район является уникальным районом, где сливаются наши три великие реки. Это Лена, Вилюй и Алдан. И страна озер, Кобяйская земля. Так? И географически это сердце нашей республики. Поэтому вся философия именно эссе будет выстроена таким образом, чтобы показать гостям, всем, кто приедет, Кобяй, главным режиссером Русланом Игоревичем Тарахомским на открытии именно уникальность с Кобяйского района, сочетание многообразия культур, которые есть в Кобяйском районе, конечно, на основе нашего Хулонхо, потому что именно год единства, год культуры, мы хотели бы сделать акцент на то, что наша страна, Россия, сильна многообразием культур и духовным богатством является именно эпос. Так? И в этом плане приедут гости из Тывы, Хакасии, Башкортостана, Алтая, Кыргызстана и Казахстана. Большая география. Да, именно носители эпоса приедут, и эпосоведы приедут, и будем под эгидой ЮНЕСКО проводить форум именно эпоса мира. Так? Я хотел бы здесь отметить, что автором именно многих изданий, которые были выпущены в свое время, эпосы и издаются народов мира, является Александр Николаевич Журков. Так? Поэтому мы, безусловно, хотели бы на это сделать акцент и ждем всех в Кобяй и готовы делегации приехать. Я хотел бы здесь отметить, что, конечно, центральным местом станет это исполнение Хулонхо нашими детьми, молодежью, так, конкурсы, да, запевал Асохай, так, исполнитель Хулонхо. И, конечно, одним из центральных мест будет именно место, где кузнецы будут делать выплавку железа из местной руды. Кстати, вот недавно буквально делали пробную выплавку из железа, то есть из руды, которые... В Кобяйском добывают. В Кобяйском, да, пробные, из мест трех великих рек. Вилюя, Алдана и Лены. Поэтому мы собираемся это продемонстрировать именно во время эссе Хулонхо. Но у вас слияние, я так понимаю, какой-то красной нитью идет. От слияния рек до слияния народа. В общем, концепт понятен здесь. Да, конечно, мы именно хотели показать, что год единства, мы все-таки, Россия сильна именно многообразием культур и сильна многоязычием. Так? Поэтому в этом плане, конечно, это будет центральная сквозная тема, именно показать уникальные культуры, эпосы
народов. Афанасий Иванович, ну вот, к слову про многообразие культур, до Эсэхулунхо нас ожидает еще один праздник Бакалдына, я имею в виду в Нерюнгри с 18, если не ошибаюсь, числа. Как там программа организована, что ждет гостей и участников? Знаю, что тоже международная программа, ждут друзей наших из Китая. Кто еще приедет? Петр, мы в прошлом году проводили Эсэхулунхо в Нерюнгри. В Нерюнгри. Именно в этой Тастах. местности Тастах, именно этнокомплексе Амикан, который в прошлом году построен так, по инициативе Нерюнгринского района при поддержке главы республики проводится международный Бакалдын. Именно это праздник эвенков, встреча солнца, лета, и оно стало действительно в этом году международным с участием представителей и делегаций из Монголии, Китая и многих регионов России. И мы, конечно, ожидаем, что оно будет одним из ключевых мероприятий Года культуры, потому что Нерюнгри является сейчас одним из и спортивных, и культурных, и промышленных центров нашей республики. И надо, безусловно, обращать внимание на это. Да. И Нерюнгри является уникальным местом, где сохранена уникальная культура эвенков. Так, об этом мы все знаем и хотели бы, чтобы именно об этом знала вся страна и на международном уровне, так, потому что именно наша республика обращает внимание на то, чтобы сохранить уникальную культуру коренных малочисленных народов Севера. Да? И наш театр КНС занимается основным театрализованным представлением. Они уже доехали до Нерюнгри? Да, они уже сегодня находятся там. Я уже созванивался нашими артистами. Они сейчас уже на месте уже проводят репетиции и будут участвовать более 300 именно жителей города Нерюнгри. Это нас радует, что именно мы привлекаем жителей, именно вообще общий процесс, который должен происходить не только в местности Тастах, но в Нерюнгри. Да? Клим, то есть Черемкин, главный режиссер, занимается этим, поэтому я надеюсь, что оно будет очень интересно. Мы, конечно, ждем всех, и наша национальная вещательная компания, которая будет напрямую транслировать и Эсэхулунхо 4 числа открытия, да, и будут показывать и Эсэхулунхо, и будут показывать и Бакалдын в рамках именно того, чтобы наши жители все знали, что Нерюнгри является уже центром тоже культурных традиций нашей республики. Ну, главное, что на Бакалдын приедут же не только эвенки, которые проживают в Нерюнгри, туда же приедут еще из соседних районов, насколько я знаю. Да, из других регионов. Будет такой центр глобального празднования. Афанасий Иванович, в заключение еще поговорить хочется про планы Года культуры. Форум молодых библиотекарей ожидается тоже к проведению. В чем его особенность? Почему именно акцент на библиотекарях сделан? Мы очень рады, что мы в прошлом году отмечали столетие библиотеки нашей республики, так, создание библиотеки. И мы продолжаем вот это, то, что сделали акцент на библиотеке, на чтение, на пропаганду именно нашего духовного богатства, это наше наследие, это классиков русской, якутской литературы. Да? Мы это продолжаем. И при поддержке Фонда культурных инициатив в этом году мы проводим второй фестиваль «Книжный ветер» и вот форум молодых библиотекарей, который поддержан Министерством культуры Российской Федерации и является одним из ключевых мероприятий Года культуры. И в целом России, да, приедут более 100 гостей из разных регионов России. И мы, безусловно, будем показывать, насколько важно чтение книги, знать классиков мировой литературы, русской, российской литературы, да, и показывать тем самым, что надо не только вот читая книгу, да, но и вот при просмотре фильма, так, или вот делают же город наш красивый, там делают архитектуру, и через литературу, пропуская, зная литературу, можно как красиво делать архитектурные проекты, так, или там делать дизайн-код поселков, городов, так. Главное, надо знать
литературу, надо знать именно произведения литературы. В этом плане мы надеемся, что книжный ветер и форум библиотекарей станет одним из стимулов для того, чтобы жители нашей республики, особенно молодежь, дети, были вовлечены в этот общий процесс, который у нас идет в связи с Годом культуры и Годом единства народов. Афанасий Иванович, ну я с вами соглашусь, в основе всего всегда лежало слово. Я благодарю вас за интересную беседу, уверен, что нас ждет интересный конец июня, интересное начало июля, богатое на культурные события. Будем посмотреть, как все развивается. Всех приглашаем и поздравляем наступающим Днем России, самым главным праздником нашей страны. Самым главным народным праздником в том числе. Афанасий Иванович, спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.